Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Альбина Слогараева. И сегодня в выпуске. Дело адмирала теперь в суде. Больше не... Сколько десятков томов составило обвинительное заключение? И какой потребовался зал, чтобы вместить всех участников процесса? Узнал Дмитрий Аринин. А у нас за домом газ. Руки опускаются. Что делать? Вот вопрос. Как жители поселка Осиново отстаивают свои дома у крупнейшей газовой корпорации России. В материале Эмилии Исламова. Клыки, лапы, хвост – вот их документ. Боялась выйти из магазина. Они прямо у входа были, а я с мясом. О проблеме с бродячими собаками в Казани узнал Рамиль Шайдуллин. Ученые под конец отреклись от гомеопатии. Нет научных, реальных доказательств влияния гомеопатических средств. РАН назвал популярное направление в лечении уже наукой. Подробнее Альбина Минибаева. Процесс пошел. Уголовное дело о пожаре в торговом центре «Адмирал» начал рассматривать сегодня Кировский районный суд Казани. Предварительное заседание проходило в закрытом режиме. Напомним, трагедия в марте 2015 года унесла жизни 19 человек. Потерпевших и участников дела оказалось так много, что местом судебного заседания выбрали ДК «Юность». О первых мгновениях процесса, который обещает быть долгим, Дмитрий Аринин. С такими воспоминаниями о пожаре в «Адмирале» пострадавшие предприниматели пришли на первые судебные слушания по этому уголовному делу. Сколько потеряли, получается? Примерно так, около 2,5. Примерно. Заход участников процесса в зал сегодня занял около получаса. И это при том, что из всех пришли только полусотни. Уголовное дело о пожаре в торговом центре «Адмирал» составило более 300 томов. И 77 – это обвинительное заключение. С этими материалами фигуранты дела знакомились целый год. Самих участников процесса тоже немало. Это 12 подсудимых, без малого 700 потерпевших и почти 900 свидетелей. На скамье подсудимых оказались гендиректор компании-собственника здания Роберт Хайруллин, трое руководителей фирмы-арендатора «Заря», двое приставов, специалист Госстройнадзора и 5 рабочих. Практически никто из подсудимых свою вину не признает. Интересно, что на стороне руководства рынка и некоторые потерпевшие. Это поджог, мне кажется, был все-таки. Это, наверное, поджог все-таки был. Но здесь ни при чем были наши руководители. В пожаре торгового центра погибли 19 человек. Материальный ущерб оценивается в 11 миллиардов рублей. В совокупности подсудимых обвиняют по 9 статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, здание, не предназначенное для использования в качестве торгового комплекса, длительное время эксплуатировалось с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности. Сегодняшнее первое предварительное заседание прошло в закрытом для прессы режиме. Разрешались различные ходатайства, такие как о привлечении переводчика, потом о продлении меры пресечения. Оглашения еще не было, завтра будет. Завтра после слушания должно стать известно, по какому графику и в каком режиме этот процесс продолжится в будущем. Дмитрий Аринин, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань. Виновных в ситуации с Татфонбанком и инвестиционной компанией ТФБ «Финанс» найти и наказать. Усилить работу в этом направлении потребовал президент Татарстана на совещании с руководителями правоохранительных органов. Напомним, на минувшей неделе возбудили уголовное дело по деятельности ТФБ «Финанс» по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере. Ущерб потерпевшим оценивается в 90 миллионов рублей. В полицию поступило уже более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ТФБ «Финанс». Им тоже не позавидуешь. Сидят на газовой трубе. Жильцы казанского поселка Осиново вышли на митинг. Таким образом, они пытаются привлечь внимание к своей проблеме. Сначала чиновники разрешили строить дома там, где этого делать было нельзя. Жилье возвели в опасной близости к газопроводу. Теперь же по решению суда жители должны их снести. Как, где поставить запятую в вопросе «строить нельзя, снести», выяснял Эмилий Исламов. Блошиный рынок в парке Тинчурина ощетинился транспарантами. Люди, чьи дома оказались по другую сторону газовой трубы, вышли на площадь, больше от безысходности. Данный вопрос, который сейчас возник, он не дает ничего делать, руки опускаются. Что делать? Вот вопрос. Поэтому мы сюда и пришли. Эта история началась в 2014 году. Жители Осинова решили подвести в свои дома газ. Цена для поселка оказалась 7 миллионов рублей. Документы подготовили, но голубое топливо в горелках так и не появилось. Оказалось, жить здесь нельзя. Выдавали решение,
дом, когда покупали, выдали разрешение, никаких обременений, ничего не было. Сейчас же в данный момент оказались в охранной зоне, из-за провода. Разрешение на строительство домов выдавал Осиновский исполком Зеленодольского района. Тогда о газовых трубах высокого давления либо не знали, либо знать не хотели. В итоге газовая корпорация подает в суд на жителей, и дело выигрывает. 3 дома решено снести. Это охранная зона, получается, у нас, вот там, видите, вот труба торчит, красная труба. Ага. Она идет вдоль посадки, вот. Зульфат Шакиров живет слишком близко к газовой трубе, но она его не греет, даже наоборот. Прогревать дом приходится электричеством. Счета фактуры приходят соответствующие. За комментариями мы сегодня обратились в компанию «Газпром» Таттрансгаз Казань. Здесь сложившуюся ситуацию пока не комментируют. Мы ждем ответа. Такая ситуация в Татарстане далеко не единственный случай. Вблизи транзитных газопроводов находятся десятки домов в поселках Салмычи и Салават-Купыре. А для сотен семей такая близость грозит, если не взрывом бытового газа, то бытовой катастрофой однозначно. И, как говорится, дело труба, если не вмешаются власти. О масштабах проблемы и о безответственности властей на местах речь заходила на заседании коллегии Росреестра. Тогда президент Рустам Минниханов дал понять, обманывать людей нельзя. Масса недовольных людей, так как они поверили, купили, денег вложили, но в итоге нет никакой инженерной, социальной инфраструктуры. Пока же единственным правовым выходом для жителей поселка Осиново остается обратиться в суд и уже требовать компенсации у тех, кто разрешил им строить здесь дома. Эмиль Исламов, Марат Саидгараев, Александр Лобанов, ТНВ Казань. Обеспечить нормальное питание, и это не обсуждается, заявил президент республики. Вопросом чести для глав районов назвал Рустам Минниханов качество питания детей в детсадах и школах. Поводом столь жестких заявлений стали жалобы от родителей. Президент поручил Роспотребнадзору и прокуратуре разобраться в ситуации. В дошкольных и школьных учреждениях должно быть нормальное качественное питание, и это не обсуждается, сказал Минниханов. Напомним, депутаты Госсовета Республики выразили озабоченность по вопросам организации питания в школах республики и предложили разработать единую республиканскую программу по решению этой проблемы. На прошлой неделе мы рассказывали о страшном пожаре в селе Октябрьский Верхнеуслонского района. Огонь практически полностью уничтожил дом, а вот малыша из огня спас сосед Денис Черновский. О нем мы рассказывали в пятничном репортаже. Сейчас ребенок находится в реанимации в ДРКБ. Врачи дают хороший прогноз. Мир не без добрых людей. Неравнодушные татарстанцы за 4 дня собрали более $500 000 рублей в помощь пострадавшим. О том, как с миру по нитке собрали целый дом вещей. Салават Мухаммадуллин. Всем очень благодарны за внука, то, что помогают там врачам. Никому такого года не пожелаешь, конечно. Это она сейчас говорит спасибо неравнодушным к трагедии ее семьи. А события той февральской ночи вспоминает с содроганием. Тогда в один миг ее дом превратился в пепелище. В момент пожара в охваченной огнем комнате находился годовалый внук. Мальчик выжил только благодаря соседу. Разбил стекло, залез внутрь, вытащил ребенка. Сейчас малыш ДРКБ. Погорельцев на время разместили в квартире. Двухкомнатная квартира просто завалена вещами. Место осталось только для прохода. Неравнодушные продолжают приносить одежду, бытовую технику и, конечно, игрушки, которых у мальчика после пожара совсем не осталось. Одним из первых на просьбу о помощи откликнулся казанец Тимур Павленков. Он собрал больше 15 000 рублей. Спустя сутки в столице открыл пункт приема вещей для погорельцев. И для взрослых, и для детей. Новые, не новые. То есть кто-то от старых вещей избавляется, но они в совершенно хорошем состоянии. А кто-то прям новые покупает. То есть прям приносит и все. Сообщения в соцсетях, информация в СМИ и милосердие татарстанцев сделали доброе дело. Семья собрала уже больше $500 000 рублей. Свой вклад внесла и редакция местной газеты, разместив объявление от помощи. Мы ожидали, что, как обычно, наши люди старшего поколения, они, значит, неравнодушные. А получилось, что у нас очень много молодежи. Послезавтра пострадавшему мальчику исполнится 2 года. В этот день бабушка надеется передать ему новые игрушки. Вещи, которые не подойдут малышу, передадут детские дома. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Российские ученые сегодня публично назвали гомеопатию лженаукой. Они призывают медиков и фармацевтов отречься от этого метода лечения. Почему сами центры, которые зарабатывают на гомеопатии, не решились заступиться за свой метод? Подробно в репортаже Альбины Минибаевой.
Таблетки, как конфетки, будто те же самые барбариски, говорят пациенты о гомеопатических средствах. Но ученые говорят, никаких положительных сравнений исключить из медицины. И вообще это лженаука. Таковы последние резкие заключения РАН. Ученые РАН этим меморандумом тайну не открыли, но как бы без наркоза попытались ампутировать одно из популярных направлений в лечении. За все время существования гомеопатии она всегда была около медицины. И вот сейчас даже соседство с ней для ученых сравнить с поддержкой целительниц. Принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Сказать, что эффекта не было, такого не могу сказать. Был кратковременный эффект, когда принимала лекарства. Своих пациентов гомеопаты всегда находили. Это особый бизнес в сфере медицины. Каждый прием у аллерголога-гомеопата для Зили Гафиатуллиной стоил минимум 1500 рублей. Она прошла 2 лечения и останавливаться не собирается. Люди все равно сидят и между собой разговаривают в очередях, там еще где-то делятся опытом. И гомеопатия, много отзывов есть положительных, есть и отрицательных. Кому-то помогло, кому-то нет. Мне кажется, от заболевания зависит. Девушка, вы что, не понимаете, что ли? Вы хотите, чтобы я попала в кадр? Представительство гомеопатического центра в Казани новость ученых восприняло, кажется, болезненно. Заявление ученых комментировать не стали и себя не оправдали. Я не могу сказать, девушка, я не могу сказать. То есть она никак не объясняет отказ дать интервью каналу? Выйдите, пожалуйста. Медики из научной среды поддерживают коллег из РАН. По их словам, гомеопатия – это по большей части умение говорить с пациентом. Когда при этом еще и вот пилюлька или растворчик с многократным разведением, и больной в него верит. Очень редко повторяется результат. А мы не можем это рекомендовать, когда нет повторяемости результата. Сейчас меморандум РАН как рекомендация. Ученые посоветовали медикам и обычным пациентам не популяризировать гомеопатию. Для запрета пока нет административных рычагов, так что гомеопатию ученые скорее ранили, нежели запретили. Альбина Минибаева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Герою социалистического труда Анвару Сафиуллину 90 лет. С юбилеем его поздравил Рустам Минниханов. В день знаменательного юбилея примите искренние поздравления. Вы связали свою судьбу с нефтяной промышленностью республики. Ваш трудовой путь – образец преданности избранному делу. Спасибо вам за добросовестный труд и верность родной земле, говорится в поздравлении президента. Это новости на ТНВ и далее в программе. Татарстан в десятке европейских стран по объему привлеченных инвестиций. На эти деньги можно снабдить хлебом все население Казани на целых 4 года. Что привлекает иностранцев в Татарстане и с чем идут? В инвестиционный багаж республики заглянула Алиса Сабирова. Несколько дней до национальной музыкальной премии «Болга Радиосы». Решили сделать то, чего раньше не было. Как главные виновники торжества готовятся к событию. Елена Новгородцева. Вопросы взаимовыгодного сотрудничества обсудили сегодня в Доме правительства. Рустам Минниханов и представители компании «Альстом России». Это одна из крупнейших в мире машиностроительных компаний, лидер по производству энергетического и железнодорожного транспорта. Руководитель французского производства в России Филипп Пигарье и президент Рустам Минниханов рассмотрели возможности партнерства в сфере городского транспорта. Резидентов в Иннополисе должно стать еще больше. Такую задачу поставил президент Рустам Минниханов. Сегодня он провел совещание по вопросам развития города. В Иннополисе работают 46 компаний, 39 в статусе резидентов, а значит, получают налоговые льготы. Президент, выслушав доклады, резюмировал: необходимо соблюдать сроки сдачи инфраструктурных объектов города и еще активнее заниматься поиском инвесторов. Вместо учителя председатель Госсовета Татарстана, вместо контрольных разговоров о развитии республики. В одной из казанских школ сегодня провели парламентский урок. Диалог шел о стратегии 2030, законе о развитии республики на ближайшие 13 лет. Какие вопросы задали школьники? Лина Зинатуллина. Как будет развиваться социальная инфраструктура? Любой вопрос о будущем Татарстана школьники сегодня могли задать тем, кто за него отвечает. Особый парламентский урок провел в 90-й Казанской гимназии председатель Госсовета Республики. Тема разговора законодателей и школьников «Стратегия 2030». У меня такой вопрос. В чем все-таки, по вашему мнению, заключается приоритетная задача программы «Татарстан-2030»? Все-таки главное будущее в человеческом капитале, в образованных, культурных,
креативных, небезразличных молодых людях, которые должны подхватить эстафету этого поколения и дальше двигать в своем развитии нашу республику. Кому взять эту эстафету, как не нынешним школьникам? Ребятам объяснили, почему будущее за ними. Почему в современный век автоматизации труда, приоритетом стратегии обозначает человеческий капитал. Мы можем и новый завод построить, мы можем и новое производство открыть, если там не будет креативных людей, способных выполнять эту задачу, то это может быть благим пожеланием остаться. Много вопросов, хороших и разных. Интерес школьников к теме Фарида Мухаммедшина приятно порадовал. А после урока они передали парламенту свои пожелания по развитию республики. Лена Зинатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В ближайшее время в Челнах презентуют новые крупные проекты с участием российских и зарубежных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики на коллегии Агентства инвестиционного развития. Объем инвестиций в прошлом году 670 миллиардов рублей. Какие районы оказались капиталоемкими и почему Талия Минулина продолжает летать? Лясан Сабирова знает. Даешь 7 миллиардов рублей турецких инвестиций в Алабугу, 55 миллионов долларов китайских вложений в челнинский Кипмастер, 120 миллионов рублей французского капитала в казанский Химград. Одни из самых крупных реализованных инвестпроектов прошлого года. По этим показателям республика в тройке по стране. Турция, Германия, Чехия, Франция, Китай, Япония, США – 24 страны, которые оценили плодородность татарстанской земли. Мы им комфортные условия для бизнеса, они нам новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет. Наверное, уже весь мир облетели. Еще не весь, отвечаю я. Летать приходится, чтобы инвесторы с портфелем инвестиций прилетели в Татарстан. 90 проектов сегодня на стадии разработки. Впервые серьезный интерес проявили бизнесмены из Арабских Эмиратов. Но привлекать инвесторов все сложнее. В Татарстане сократились проекты государственно-частного партнерства. Наши иностранные инвестиции упали практически на 20%. Если посмотрим с вами в разрезе прямые иностранные инвестиции, у нас падение в 2 раза. 3/4 пришлись на Елабужский район с особой экономической зоной, Челны вторые. А вот привлекательность районов за активностью глав. Я думаю, что через год-полтора мы выйдем на уже максимальную полную мощность площадки. И будут рабочие места около 600. Единое окно для инвесторов, портал на 11 языках, лидерство в национальных рейтингах. Без этого инвесторов не привлечь, а пока мало. Нужно создать структуру из 30 человек, которые будут заниматься инвестициями в 650 миллиардов. Поверьте, это абсолютный миф. Как удалось Министерству строительства сформировать систему еженедельного мониторинга, необходимо что-то такое же. Это позволило бы нам оценивать нашу с вами работу, а в разбивке у нас работу глав муниципальных образований, министров. При этом необходимо улучшать упаковку инвестпрограмм. За это возьмется новая организация «Проекты Татарстана», которая будет создана под крылом агентства. Лясан Сабирова, Марат Цитгараев, ТНВ, Казань. Идеи, приносящие прибыль, а их в Казанском технопарке «Идея» производят уже 13 лет. Более 8 тысяч новых рабочих мест создали резиденты. Свыше 2 миллиардов рублей налогов перечислили в бюджет республики. Как работают, так и отдыхают. С праздничного завтрака Радик Фархулин. Есть вещи, которые я согласовал с резидентами. О серьезных вещах за чашкой чая. Так IT-специалисты к 13-му дню рождения парка подошли со своими достижениями в информационной безопасности. И большинство сотрудников – это молодые инженеры, выпускники столичных вузов. Когда мы узнали, что есть такой технопарк, где есть, соответственно, шикарные условия, где к резидентам с полным лицом и с полной отдачей люди относятся, мы, естественно, получилось так, что переехали именно сюда. Ну и не прогадали. Объединение науки и бизнеса – одна из целей технопарка. «Идея» организует курсы, семинары, тренинги, оказывает помощь в стартапах. Это маркетинговые исследования, бизнес-планирование, подготовка к участию в конкурсах. А еще развитая инфраструктура – это подъездные пути, транспорт, жилая зона. Мы находимся здесь в центре. Есть хорошая возможность приехать сюда людям посторонним, которые хотели бы с нами повзаимодействовать. Все хорошие пути подъезда, удобно. Плюс еще, если, например, приезжают к нам заказчики, можно всегда выйти в близлежащее заведение, показать центр. В технопарке работают 107 компаний-резидентов. Большинство из них отечественные. У нас технопарк по среднему возрасту молодой. То есть ребятишки, которые создают свои собственные компании, продвигают от порядка 28 лет. Значит, средний возраст. Значит, достаточно хорошая зарплата у резидентов. В среднем по республике выше, чем, по-моему, на 15, даже на 20%. Технопарк – своеобразная федеральная учебная площадка. Он стимулировал создание бизнес-инкубаторов в других регионах страны. В планах сотрудничество с новыми компаниями и содействие инновационному развитию республики. Радик Фархулин, Лясан Мустафин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.
Нападают на людей. Сразу в 2 регионах страны собаки насмерть загрызли прохожих. В Москве напали на пенсионерку, на Урале на 7-летнюю девочку. В Казани тоже напряженная ситуация. Бродячих псов стало больше, чем в прошлом году. Они голодные, агрессивные и в любую минуту могут напасть на прохожих. О том, чем кроме ран грозят безнадзорные животные, мы расскажем в новостях в 21:30. Разговор на пальцах. Сегодня Всероссийское общество глухих впервые провело аттестацию для сурдопереводчиков. Свидетельства получили 30 специалистов. О людях, живущих в 2 мирах. Альбина Габдуллина. Принадлежите 2 мирам. И неслышащим, и слышащим. Молодая профессия с долгой историей. Именно так говорят о сурдопереводчиках. Но освоить это ремесло удается немногим. Пример – это аттестация. Успехи средние. Отличников мало. Сказать, кто из них лучше, достаточно трудно. В программе аттестации тесты на знание этических правил и синхронные переводы. Самое сложное, как признаются сами специалисты, это обратный перевод. Здесь за короткий срок нужно понять не только смысл текста, но и значение. Один и тот же жест в разных контекстах переводится по-разному. Дискриминации очень много, но они используются в России. В мире тишины для сурдопереводчиков мостиком к пониманию являются руки и губы. Но здесь есть свои нюансы. Например, одежда специалиста должна быть темных тонов, чтобы на ее фоне отчетливо были видны жесты рук. Старт есть. Документы, полученные сегодня, хорошее подспорье для дальнейшего развития карьерного роста. А пока памятные фото и особенные аплодисменты. Альбина Габдуллина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Болгар Радиосы готовится к большому событию. 25 февраля состоится вручение национальной музыкальной премии. Она обещает быть самым громким и грандиозным событием наступившего года. Елена Новгородцева о том, как готовятся виновники праздника к этому событию и что увидят зрители на сцене. Меньше месяца до часа X. Айсылу Ахмедзянова, диджей и ведущий музыкальной церемонии, подбирает наряды. В этом году татарстанский дизайнер Зарина Бабаджанова отвечает за костюмы участников шоу. Главный лейтмотив – современные силуэты с национальным колоритом. Красный цвет, черный, графитовый, украшениями с вышивкой из кристаллов хрустальных, алмазных оттенков. Будут бронза, будет красивый золотой цвет. Наряды должны отражать настроение каждой композиции и вписаться в общую концепцию шоу. А шоу обещает быть грандиозным. В 4-й раз самый-самый получит заветную статуэтку «Алтын Йолдыз» – золотую звезду. Эта музыкальная премия, она в основном базируется на хит-параде музыкальном, который у нас идет по телеканалу ТНВ «Хойнар Хит». И 5 победителей именно этого хит-парада, они являются лауреатами национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». Но помимо этих 5 исполнителей, в этом году появились специальные номинации. К шоу готовятся основательно все, в том числе давние партнеры и друзья Болгар Радиосы. Татарская песня и музыка должна звучать качественно, а национальная музыкальная премия Болгар Радиосы как раз и оценивает талантливых исполнителей, композиторов и авторов татарской песни. Совсем немного осталось до торжественного мероприятия вручения музыкальной национальной премии Болгар Радиосы. В этом году она состоится в Казани 25 февраля. Не пропустите. Елена Новгородцева, Андрей Сентальцев, ТНВ Казань. Пытался скрыться от автоинспекторов и избегал теста на алкоголь. В выходные ГИБДД вычисляла пьяных водителей. Насколько успешно, узнаете через несколько минут. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска будут на сайте нашей телекомпании. О деловых новостях республики можно прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее выпуски новости спорта и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. 25 февраля. Пирамида. Звезды татарской эстрады. Хания Фархи, Ришат Ухватуллин, Зайнаб Фархидинова, Зуфар Билалов, Филюс Кагиров и многие другие на вручении 4-й национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». Не пропусти самое яркое шоу года. Для лиц старше 6 лет. Начни неделю с газетой «Метро Казань». Читай вместе с Москвой, Парижем, Лондоном и Римом. «Метро Казань». Читаешь ты, читает весь мир. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В лаборатории Манол каждый день кипит работа. Наши инженеры разрабатывают новые формулы, чтобы двигатель работал чище, стабильнее, мощнее. Команда!
Автоцентр марка Nissan заявляет: торг уместен. Ищешь новый Nissan на лучших условиях? Приходи, поторгуемся. О цене договоримся и подарками завалим. Казань, Чуйкова, 54Б. Звони 4 пятерки 3 единицы. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. Акция только в феврале. Газобетонные блоки по 2 800 рублей кубический метр и кирпич по 8,24 рубля штука. Хранение до конца мая бесплатно. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Эгер сіз грандиоз тамаша күткән булсагыз, 25 февраль көнне Пирамида концертлар залында Болгар радиосының милли музыкаль премиясы тапшыру тантанасында барысы да булачак. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Татарстанские лыжники снова на высоте. Егор Казарин взял вторую медаль первенства мира в США. В заключительный день соревнований татарстанский спортсмен выиграл серебро на эстафете. И сегодня Анна Нечаевская завоевала второе золото универсиады. Спортсменка финишировала первой в составе российской сборной в эстафете 3 по 5 километров. Сборной России в составе Нечаевской, Ольгой Репницыной и Лилии Васильевой на 52 секунды опередили команду Казахстана. Третье место у французских лыжниц. Отметим, что ранее на универсиаде Нечаевская стала второй в индивидуальной гонке на 5 километров классическим стилем, а также завоевала золото в гонке преследования на этой же дистанции. И магистрант Поволжской академии спорта и туризма Кирилл Вичужанин также завоевал золото в составе эстафетной сборной. Поздравляем! К новостям баскетбола. Вновь не хватило точности в концовке матча. «Уникс» в овертайме уступил белорусскому клубу «Цмоки Минск». Неудачные завершения встреч буквально преследуют команду Евгения Пашутина. Сначала казанцам не везло в Евролиге, когда за несколько секунд ребята уступали победу. Теперь то же самое произошло в рамках единой лиги ВТБ. Безусловно, в поражениях сказываются и кадровые проблемы. В лазарете находятся Коти Кларк и Вадим Панин. Вернулся в строй Хайкин Колом, однако испанец также не смог помочь «Униксу» в Минске. Основное время завершилось в ничью, а в дополнительное точнее оказались хозяева. 87-85. В следующем туре 16 февраля «Уникс» сыграет в Нижнем Новгороде с одноименной командой. Тем временем в Казани завершился чемпионат республики по бадминтону. 150 сильнейших спортсменов вели борьбу за чемпионство и рейтинг. В первый соревновательный день на корты центра бадминтона вышли участники одиночного и парного разрядов. Дальше прошли игры смешанного парного разряда, а также финалы. По итогам чемпионата среди призеров оказались представители Казани, Сабинского и Алексеевского районов. Сборная команда Татарстана укомплектована. Теперь началась подготовка к чемпионату страны, который пройдет осенью. Отметим, что еще два лидера Татарстана в составе сборной России, Евгений Косецкий и Анатолий Ярцев, в эти дни готовятся к чемпионату Европы. Мы только приехали с чемпионата России, заняли второе место на командных соревнованиях студенческих. Поэтому после республики также будем ездить по всей России на соревнованиях и накатывать рейтинг, во-первых, потому что он очень важен для нас, и занимать призовые места. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде. Предстоящей ночью в республике ожидаются осадки, местами даже сильные. Днем же температуры начнут понижаться и к вечеру похолодает. На юго-востоке Татарстана облачно, снег временами сильный. Ночью до 15 градусов мороза, днем же до 13 градусов ниже 0. На северо-востоке ночью снег и минус 16, днем же ясно и до 19 градусов мороза. На севере республики малооблачно и преимущественно без осадков. Минус 17 градусов ночью и минус 18 градусов днем.
На северо-западе малооблачно. Ночью не исключены осадки. Температура воздуха составит до 16 градусов мороза, а днем же будет минус 19 градусов. На юго-западе ночью облачно, снег и минус 19, днем же ясно, без осадков и до 18 градусов мороза. В центральном районе республики ночью снег, местами сильный, температура воздуха составит минус 15 градусов, днем же будет без осадков и до 18 градусов мороза. В последующие сутки будет ясно и морозно. Предстоящей ночью в Казани ожидается снег до 16 градусов мороза. Днем же будет ясно, без осадков и похолодает до 18 градусов ниже 0. Ветер северный с порывами. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.